Я смотрел на неуверенную, слегка дрожащую подпись в углу рисунка, и буквы расплывались перед глазами не от старости, а от предательски подступивших слез, которые я не успел сдержать. Впервые за 15 лет я чувствовал, что мое уставшее сердце бьется не просто по инерции, механически перекачивая кровь, а потому что у него снова есть настоящая, живая причина стучать. Мальчик, который еще год назад был для меня совершенно чужим, теперь стоял напротив, сжимая в руках альбомный лист как самую большую драгоценность в мире. И в его настороженном, выжидающем взгляде я видел глаза своего погибшего сына. Меня зовут Виктор Петрович Белокрылов. Мне 67 лет, и до недавнего времени я был абсолютно уверен, что знаю, как именно закончится моя жизнь. В гулкой тишине трехкомнатной квартиры сталинской постройки, где высокие потолки лишь усиливают эхо одиночества, а со стен смотрят фотографии людей, которых больше нет. Я инженер-строитель на пенсии. 35 лет своей жизни я возводил мосты, проектировал развязки и соединял берега, но, по злой иронии судьбы, не сумел удержать тех, кто был мне дороже всех на свете. Мой сын Миша погиб 12 лет назад. Это случилось на обледенелой трассе под Тверью. Черная наледь, встречная фура, мгновенная смерть. Ему было всего 25. Моя жена Лена пережила его на 5 лет. Врачи написали в заключении сердечная недостаточность. Но я знал правду. Она умерла от тоски. Она угасала медленно и тихо, словно кто-то выкрутил фитиль в керосиновой лампе, пока однажды ночью этот огонек просто не погас окончательно. Я остался один, последний из Белокрыловых. Я смирился с этим, как смиряются с хронической болезнью. Мои дни превратились в безупречно отлаженный механизм, лишенный сбоев и радости. Подъем в 7 утра, турка с кофе, новости по телевизору, прогулка до парка, если позволяли суставы и погода, чтение книг, ужин в тишине под бубнёж диктора и отбой. Это была не жизнь, а доживание. Консервация. Я словно замуровал себя в бетонный саркофаг из привычек, чтобы больше ничего не чувствовать. Но однажды серым мартовским утром, когда за окном по карнизу барабанил противный дождь со снегом, раздался телефонный звонок. Звонил не мобильный, который я часто забывал заряжать за ненадобностью, а старый городской аппарат, стоявший в коридоре на тумбочке. Этот резкий, дребезжащий звук прозвучал, как пожарная сирена в пустом музее. Я снял трубку. «Алло? Квартира Белокрыловых?» Женский голос на том конце провода звучал устало, казенно, но с ноткой скрытого напряжения. «Да, я слушаю. Виктор Петрович у телефона». «Виктор Петрович, здравствуйте. Меня зовут Елена Сергеевна, я социальный работник отдела опеки и попечительства Кировского района. Я звоню вам по вопросу, касающемуся вашего сына, Михаила Викторовича Белокрылова». Моя рука, сжимавшая трубку, непроизвольно дернулась. Сердце пропустило удар, а потом заколотилось где-то в горле. «Вы ошиблись», — хрипло сказал я, чувствуя, как пересыхает во рту. «Мой сын умер 12 лет назад. Я знаю, Виктор Петрович. Примите мои соболезнования. Я подняла архивные записи, но дело в том...» Она сделала паузу, словно подбирая слова, чтобы смягчить удар. «Виктор Петрович, вы знали, что у вашего сына остался ребенок?» На кухне мерно гудел холодильник «Саратов». За окном каркнула ворона. А я стоял в темном коридоре, прижавшись плечом к обоям, и не мог вдохнуть. Мир вокруг качнулся. «Это невозможно», — выдавил я. «Это какая-то ошибка. Мошенничество. Я положу трубку». «Постойте, не кладите!» Голос женщины стал тверже. «У меня на руках свидетельство о рождении.
В графе «Отец» указан Михаил Викторович Белокрылов. Мать ребенка — Жанна Игоревна Ветрова. Вам знакомо это имя? Жанна. Память, скрипнув ржавыми петлями, выдала смутный образ. Студентка, яркая, смешливая, с копной темных кудрей. Миша встречался с ней около полугода, незадолго до аварии. Они расстались за месяц до его гибели. Я помню, как он ходил чернее тучи, но на все расспросы матери отвечал лишь: «Не сошлись характерами, мам. Все, тема закрыта». «Возможно», — прошептал я. «Да, я помню это имя». Жанна утверждает, что забеременела незадолго до разрыва. Когда она узнала о положении, они уже расстались, а потом случилась трагедия с Михаилом. Она решила не беспокоить вашу семью, решила воспитывать ребенка сама. Ребенка? Эхо собственного голоса показалось мне чужим. Да, мальчика. Его зовут Артем. Ему 12 лет. 12. Боже милостивый. 12 лет. Пока мы с Леной выли от горя на могиле сына, пока мы ставили памятник, пока жена угасала, глядя в одну точку, где-то в этом же городе рос мальчик. Частица Миши, его плоть и кровь. Почему? Выдохнул я в трубку, чувствуя, как по щекам катятся слезы, которых я даже не замечал. Почему вы звоните только сейчас, спустя столько лет? В трубке повисла тяжелая тишина. Когда соцработник заговорила снова, ее официальный тон исчез, уступив место человеческому сочувствию. Жанна Игоревна умирает, Виктор Петрович. 4-я стадия — онкология. Панкреатический рак. Счет идет на недели, может быть, на дни. У нее нет ни родителей, ни мужа, ни близких родственников. Она обратилась к нам, чтобы мы помогли найти вас. Она хочет, чтобы вы забрали мальчика. Я сполз по стене на банкетку для обуви. Ноги отказались держать тело. Забрал. Она просит вас о встрече. Она хочет увидеть вас и спросить, готовы ли вы оформить опекунство над Артемом. Я понимаю, это шок. Гром среди ясного неба. Но, Виктор Петрович, если вы откажетесь, после смерти матери мальчика ждет детский дом. Вы — его единственная семья. Я посмотрел на свое отражение в зеркале шкафа-купе. Седой старик в растянутой домашней кофте. Глаза потухшие, лицо изрезано морщинами скорби. Какой из меня опекун? Какой из меня отец? Я не смог уберечь собственного сына. Я не смог спасти жену. Я — ходячее кладбище воспоминаний. «Где они?» — спросил я, хотя разум кричал, что нужно отказаться, повесить трубку, спрятаться обратно в свою раковину. В 3-й городской больнице, отделение паллиативной помощи, 4-й этаж. Вы сможете подъехать? Через 3 дня я стоял у входа в обшарпанное кирпичное здание больницы. Ветер швырял в лицо мокрый снег, но я не чувствовал холода. Я чувствовал только страх. Липкий, тошнотворный страх перед тем, что ждало меня за этими дверями. Елена Сергеевна, соцработник, встретила меня в вестибюле. Это была женщина лет 40 с добрыми, но бесконечно усталыми глазами. «Спасибо, что приехали, Виктор Петрович». Она мягко коснулась моего локтя. «Хочу предупредить вас. Жанна очень слаба. Она на сильных обезболивающих. А Артем, он сложный мальчик. Он напуган. Он знает, что мама уходит. Не ждите, что он бросится к вам на шею. Скорее всего, он вообще не захочет разговаривать». «Я понимаю», — кивнул я, сжимая в кармане пальто валидол. Мы поднялись на лифте, который скрипел и дергался, словно тоже был при смерти. Коридор 4-го этажа пах хлоркой, лекарствами и тем специфическим, сладковатым запахом безнадежности, который невозможно спутать ни с чем.
Мы остановились у палаты номер 412. Елена Сергеевна деликатно постучала и приоткрыла дверь. «Жанна, к тебе пришли». Я шагнул внутрь, и время остановилось. На койке, опутанная трубками капельниц, лежала женщина. В этой исхудавшей, изможденной болезни тени с пергаментной кожей невозможно было узнать ту цветущую красавицу, которую я мельком видел на фотографиях сына. Но глаза, огромные, темные, горящие лихорадочным блеском, были живыми. А рядом с кроватью, на жестком больничном стуле, сидел мальчик. Он был худенький, щуплый для своей 12 лет. На коленях у него лежал альбом для рисования, в руке он сжимал простой карандаш. Услышав шаги, он поднял голову. У меня перехватило дыхание. Это были глаза Миши. Тот же разрез, тот же глубокий карий цвет, тот же вопросительный, чуть исподлобья взгляд, который я помнил так отчетливо, словно видел его вчера. Нос с небольшой горбинкой, упрямый подбородок. Все было до боли, до крика знакомым. Словно 12 лет назад время сделало петлю и вернуло мне сына, только маленького. «Виктор Петрович». Голос Жанны был похож на шелест сухой листвы. Я с трудом оторвал взгляд от мальчика и посмотрел на нее. «Здравствуй, Жанна». «Артем», — она слабо шевельнула рукой, указывая на меня. Это твой дедушка, Виктор Петрович». Мальчик посмотрел на меня. В его взгляде не было ни радости, ни любопытства, только глухая оборона и затаенная боль зверька, загнанного в угол. Он ничего не сказал. Просто кивнул, коротко, по-взрослому, и снова уткнулся в свой альбом, начав со стервенением штриховать бумагу, словно пытаясь закрасить графитом реальность вокруг себя. «Нам нужно поговорить», — прошептала Жанна. «Тёма, сынок, выйди, пожалуйста, в коридор. Елена Сергеевна покажет тебе, где автомат с какао». «Не хочу какао», — буркнул мальчик, не поднимая головы. «Артём, пожалуйста». В голосе матери прозвучала мольба. Он резко захлопнул альбом, встал, закинул на плечо потертый рюкзак и прошел мимо меня, даже не взглянув. Я ощутил, как от него повеяло холодом и отчуждением. Дверь за ним закрылась. Жанна указала мне на освободившийся стул. «Садитесь, Виктор Петрович. Простите, что здесь так пахнет. Это не важно». Я сел, чувствуя себя огромным и неуклюжим в этом пространстве боли. «Жанна, почему? Почему ты молчала столько лет? Мы с Леной, мы бы помогли, мы бы приняли его». Я была дурой. По ее щеке скатилась слеза. Гордой, молодой дурой. Миша бросил меня. Так мне тогда казалось. Я обиделась насмерть. Решила, сама справлюсь, никому ничего не скажу, выращу назло. А когда узнала, что Миша погиб, мне стало страшно. Я думала, вы меня прогоните. Скажете, что я нагуляла ребенка, что мне нужны ваши деньги или квартира. Я боялась. Она закашлялась. Страшно, надрывно. Я хотел подать ей воды, но она жестом остановила меня. А теперь поздно бояться. Теперь я боюсь только одного, что Тёма останется совсем один. Он хороший мальчик, Виктор Петрович. Он сложный, замкнутый, весь в себе, но у него доброе сердце. Ему просто нужна семья. Ему нужен кто-то, кто не даст ему пропасть. Она схватила меня за руку своей холодной, костлявой ладонью. Хватка была неожиданно сильной. «Я не имею права просить. Я знаю, что свариваюсь вам на голову. Но умоляю вас, ради Миши, не отдавайте его в систему. Детдом сломает его. Спасите моего сына». Я смотрел в ее угасающие глаза и понимал, что моя размеренная, пустая жизнь, мой бетонный саркофаг только что дал трещину. И в эту трещину хлынул свет. Болезненный, режущий, но живой. «Я заберу его, Жанна», — сказал я твердо,
Сам удивляюсь своей уверенности. Я никому его не отдам, клянусь. Это мой внук. Кровь Белокрыловых. Жанна выдохнула, и ее тело обмякло на подушках, словно из него вынули стержень, который держал ее все эти дни. «Спасибо», — прошептала она, закрывая глаза. «Теперь я могу отдохнуть». Я вышел в коридор, чувствуя, как дрожат колени. Артем сидел на пластиковом стуле у окна, сгорбившись в наушниках, и снова рисовал. Я подошел и сел рядом, стараясь не нарушать его личное пространство. «Артем?» Он не реагировал. Я осторожно коснулся его плеча. Он вздрогнул и снял один наушник, глядя на меня с той же настороженностью. «Твоя мама, она очень устала. Ей нужно поспать». «Я знаю». Голос у него был ломкий, уже начинающий мутировать в подростковый бас. «Она умирает. Вы можете не врать мне, как остальные. Я не маленький. Его прямота обезоружила меня. Я не вру. Да, она очень больна, но мы постараемся сделать все, что сможем». «Кто мы?» — он прищурился. «Вы кто вообще такой? Дедушка? Я вас первый раз вижу. Где вы были 12 лет?» Вопрос ударил под дых точнее любого кулака. Справедливый вопрос. Жестокий вопрос. «Я не знал о тебе, Артем. Клянусь памятью твоего отца, я не знал. Если бы знал, я бы был рядом с первого дня». Он смотрел на меня, изучая, выискивая фальшь, потом перевел взгляд на свой альбом. «Что ты рисуешь?» — спросил я, пытаясь хоть как-то перекинуть мостик. Он помолчал секунду, решая, стоит ли показывать. Потом нехотя развернул альбом. Там, выполненный простым карандашом, но с удивительной детализацией, был изображен рыцарь в фантастических доспехах. Он стоял один на краю скалы, а перед ним простиралась бесконечная темная армия монстров. «Это паладин», — тихо сказал Артем. «Он последний из своего ордена. Он выглядит одиноким», — заметил я. «Он не одинок», — резко ответил мальчик. «Он просто самостоятельный. Ему никто не нужен». Я сглотнул ком в горле. «Знаешь, Артем, твой отец тоже любил рисовать. Не так хорошо, как ты, конечно. Он больше чертил. Схемы, модели. Он всегда хотел строить, создавать что-то прочное». В глазах мальчика впервые промелькнула искра интереса. «Вы знали его, моего отца?» «Я его вырастил. Он был моим сыном». Артем опустил глаза на свои руки, испачканные грифелем. Мама почти ничего не рассказывала. Говорила только, что он был хорошим и что он погиб. Он был замечательным. Мой голос дрогнул. Упрямым, честным, и он очень любил жизнь. Если бы он был жив, он бы любил тебя больше всего на свете. Артем шмыгнул носом и быстро, сердито вытер глаз рукавом толстовки. Но его нет. И мамы скоро не будет. «Зато есть я», — сказал я тихо, но твердо. «Я понимаю, я для тебя чужой старик, но я хочу, чтобы ты знал. Ты не останешься один. Никогда». «Посмотрим», — буркнул он, снова надевая наушник, отгораживаясь от меня стеной звука. Я остался сидеть рядом, слушая гул больничного коридора и понимая, что подписался на самую сложную стройку в своей жизни. Мне предстояло построить мост через пропасть горя и недоверия, и у меня не было права на ошибку. В кармане вибрировал телефон, наверное, Елена Сергеевна с документами. Жизнь, которая казалась законченной, вдруг сделала крутой вираж и понеслась в неизвестность. И я был к этому совершенно не готов. Елена Сергеевна осталась в коридоре, деликатно сославшись на то, что ей нужно оформить кое-какие бумаги на посту медсестры. Мы остались одни в этой гулкой тишине, пропитанной запахом хлорки и чужой беды.
Я посмотрел на закрытую дверь палаты. За ней уходила из жизни женщина, которую я почти не знал, но которая сейчас связывала меня с прошлым крепче, чем любые воспоминания. А здесь рядом сидело мое будущее, колючее, настороженное и бесконечно одинокое. «Артем», — тихо позвал я. Он не ответил, только сильнее вдавил наушники в уши, словно пытаясь заткнуть ими не только музыку, но и весь этот невыносимый мир. Я видел, как подрагивает его нога в потертых джинсах, нервный тик, выдававший колоссальное напряжение. Ему было страшно. Страшнее, чем мне. Я старик. Я уже видел смерть. Я заглядывал ей в пустые глазницы, когда хоронил сына, когда держал за руку умирающую жену. А он был мальчишкой, чей мир рушился прямо сейчас, в реальном времени. Я не стал настаивать. Просто сидел рядом, чувствуя тепло его плеча в 10 сантиметрах от своего. Мы были как два пассажира на тонущем корабле, случайно оказавшиеся в одной шлюпке. Дверь палаты скрипнула. Вышла медсестра, полная женщина с усталым лицом, и кивнула мне. «Вы к ветровой? Можете зайти. Только ненадолго. Ей нужен покой». Я поднялся, чувствуя, как хрустнули суставы. «Ты пойдешь?» — спросил я Артема. Он помотал головой, не поднимая глаз. Я увидел, как побелели костяшки его пальцев, сжимавших карандаш. Он боялся видеть ее такой. Он хотел запомнить ее другой. «Хорошо, я скоро». В палате было сумеречно. За окном начинало темнеть, и уличный фонарь бросал на стену косые оранжевые полосы. Жанна лежала неподвижно, глядя в потолок. Ее дыхание было поверхностным, свистящим. «Виктор Петрович». Она не повернула головы, но почувствовала мое присутствие. «Я здесь, Жанна». «Спасибо». Едва слышно прошелестела она. «Я знаю, что прошу невозможного, но расскажите ему про Мишу. Артем думает, что отец его бросил, что он был не нужен. Я не смогла. Я не нашла слов объяснить. Я просто говорила, что папа погиб, а он нафантазировал себе, что Миша ушел, потому что узнал о нем. «Я расскажу», — пообещал я, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. «Я расскажу ему все. Каким он был, как он смеялся, как он любил технику, как он часами мог возиться с радиоприемниками. Он любил небо», — вдруг улыбнулась Жанна, и эта слабая улыбка на мгновение вернула ей прежнюю красоту. Миша всегда смотрел вверх. «Да», — кивнул я, вспоминая. «Он мечтал стать летчиком, пока зрение не упало». «Артем такой же», — прошептала она. «Он тоже смотрит вверх. Только не в небо, а внутрь себя. Берегите его. Он хрустальный». Она закрыла глаза, и я понял, что разговор окончен. Ее силы иссякли. «Прощай, Жанна», — сказал я, и, повинуясь внезапному порыву, коснулся ее холодной руки. «Не бойся за него. Теперь он Белокрылов, а мы своих не бросаем». Когда я вышел, коридор был пуст. Стул, на котором сидел Артем, сиротливо стоял у стены. Паника ледяной волной окатила спину. Ушел? Сбежал? «Артем!» — крикнул я, не заботясь о тишине. «Тише вы, мужчина!» — шикнул на меня санитарка со шваброй. «В туалет он пошел, вон туда, в конец коридора». Я выдохнул. Сердце колотилось, как бешеное. Я подошел к окну, пытаясь успокоиться. За стеклом кружилась метель, заметая город, заметая мою прошлую жизнь. Я вдруг понял, что совсем не знаю, что делать с 12-летним подростком. Чем его кормить? О чем с ним говорить? Где он будет спать? У меня в квартире из жилого только моя спальня да гостиная с продавленным диваном. Комната Миши. Она стояла закрытой 12 лет.
Там все осталось так, как было в день его гибели. Словно музей, словно склеп. Смогу ли я открыть эту дверь? Смогу ли я пустить туда жизнь? Артем вернулся через минуту. Лицо у него было мокрое. То ли умывался, то ли плакал. «Мы едем?» — спросил он глухо, не глядя на меня. «Едем», — кивнул я. «Только сначала, Артем, послушай. Я живу один. У меня, не совсем приспособлено для детей. Но мы что-нибудь придумаем, хорошо?» Он пожал плечами, всем своим видом показывая, что ему глубоко все равно, где жить. Хоть на вокзале, хоть во дворце. Ему было все равно, потому что его мир умер. Мы вышли из больницы в снежную круговерть. Я вызвал такси. Свою старую Ниву я продал еще 5 лет назад, когда стало подводить зрение. Пока мы ждали машину, Артем стоял, подняв воротник куртки, и смотрел на темные окна 4-го этажа. «Она не умрет сегодня», — вдруг сказал он твердо. «Почему ты так думаешь?» «Потому что я не разрешил ей», — ответил он серьезно, без тени детской наивности. «Я сказал ей: мам, дождись утра». Она обещала. У меня защемило сердце. Господи, дай ей сил дожить до утра. Дай ему этот последний шанс попрощаться, даже если прощание будет молчаливым, через стекло, через расстояние. В такси мы ехали молча. Водитель, веселый кавказец, пытался шутить про погоду, но, наткнувшись на наши каменные лица, замолчал и включил радио. Играл какой-то старый рок. Артем прислонился лбом к холодному стеклу и закрыл глаза. Я смотрел на его профиль в мелькании уличных фонарей. Миша. Это был Миша. Та же линия носа, те же ресницы. Только у Миши в этом возрасте глаза горели озорством, а у Артема в них была стылая зимняя тоска. Мы приехали в мой двор. Типичный московский спальник. 5-этажки, утопающие в сугробах. «Приехали», — сказал я, расплачиваясь. Мы поднялись на 3-й этаж. Я долго возился с замком, руки дрожали. Наконец, дверь поддалась, и мы вошли в квартиру. Пахнуло затхлостью, старыми книгами и одиночеством. «Проходи». Я включил свет в прихожей. Лампочка мигнула и загорелась тусклым желтым светом. «Вот тапочки. Наверное, будут велики, это мои старые». Артем разулся, аккуратно поставил свои стоптанные кроссовки рядом с моими ботинками. Эта маленькая деталь, детская обувь в моей прихожей, ударила по нервам сильнее, чем все разговоры в больнице. Это было реально. Он был здесь. «Есть хочешь?» — спросил я. «У меня суп есть, щи. Вчерашние, правда, но настоялись». «Не хочу», — он огляделся. «Где я буду спать?» «Пойдем». Я провел его в гостиную. «Вот диван, он раскладывается. Белье я сейчас дам, чистое, в шкафу лежит». Он кивнул и сел на край дивана, не снимая куртки. «Можно мне в туалет?» «Конечно, прямо по коридору и направо». Пока он ходил, я метнулся в спальню, достал комплект постельного белья, еще Лениного, в мелкий свиточек. Другого не было. Вернувшись в гостиную, я увидел, что Артем стоит перед закрытой дверью Мишиной комнаты. «А там что?» — спросил он. Я замер. Там комната твоего отца». Он медленно протянул руку к ручке двери. «Не надо!» — крикнул я, может быть, слишком резко. Артем отдернул руку, как от огня. Посмотрел на меня испуганно и зло. «Почему? Там что, труп лежит?» «Нет». Я перевел дух, пытаясь унять сердцебиение. «Просто я не заходил туда 12 лет. Там все его вещи. Пыль. Не надо пока. Потом». «Ладно». Он отвернулся, потеряв интерес. «Давайте белье, я сам постелю». Я смотрел, как он неумело, но старательно заправляет одеяло в пододеяльник, путаясь в углах. Хотел помочь, но понял, что сейчас лучше не лезть.
Ему нужно было действие. Простое механическое действие, чтобы не сойти с ума. Когда постель была готова, он сел, поджав ноги. «Дедушка?» Слово прозвучало чуждо, неестественно на его языке. «Да, Артем? А вы правда его любили? Папу?» «Больше жизни», — ответил я честно. «Больше, чем себя». «Тогда почему он умер?» — спросил он, глядя мне прямо в глаза тем самым пронзительным взглядом. «Если вы его так любили, почему не спасли?» Вопрос повис в воздухе, тяжелый, как могильная плита. Что я мог ответить? Что любовь не спасает от гололеда? Что судьбе плевать на наши чувства? «Я не знаю, Артем», — сказал я тихо. «Я задаю себе этот вопрос каждое утро, вот уже 12 лет. И у меня нет ответа». Он кивнул, словно ожидал именно этого. «Спокойной ночи, Виктор Петрович». Он лег и отвернулся к стене, натянув одеяло до самого подбородка. «Спокойной ночи, Артем». Я выключил свет и вышел, притворив дверь. Прошел на кухню, сел за стол и налил себе стакан воды. Руки тряслись так, что вода расплескалась. В соседней комнате спал мой внук. Сын моего сына. Мальчик, который считал, что его бросили. Мальчик, который завтра станет сиротой. Я посмотрел на часы. Было начало 1 ночи. Жанна обещала дожить до утра. Я не спал всю ночь. Сидел на кухне, слушая тишину, и молился неизвестно кому, чтобы это утро наступило как можно позже. Но время неумолимо. В 6 утра зазвонил телефон. Я знал, кто это, и знал, что они скажут. Жанна сдержала слово. Она дождалась рассвета и ушла вместе с ним. Похороны Жанны прошли в туманном безвременье, словно кто-то включил жизнь на ускоренную перемотку. Помню только мокрый снег, смешанный с грязью, редкие букеты дешевых гвоздик и черную фигурку Артема у свежей могилы. Он стоял неестественно прямо, как натянутая струна, и не проронил ни слезинки. Даже когда гроб опускали в мерзлую землю, даже когда комья глины глухо ударили по деревянной крышке, он не плакал. Он просто смотрел. Смотрел так, будто запоминал этот звук навсегда, чтобы прокручивать его в голове долгими ночами. А потом наступила тишина. Не та благостная тишина, к которой я привык за годы одиночества, когда тиканье часов успокаивает, а не раздражает. Нет, это была тишина минного поля, тишина перед взрывом. Мы с Артемом оказались заперты в одной квартире, как два чужеродных элемента, случайно помещенных в одну пробирку. Быт, который я выстраивал годами, рухнул в одночасье. Моя квартира, моя крепость вдруг стала тесной и неудобной. Артем занял диван в гостиной, и эта комната, бывшая раньше местом моего вечернего отдыха перед телевизором, превратилась в его суверенную территорию. Он обложился книгами, альбомами, разбросал свои вещи, не специально, а просто потому, что жил. И этот хаос раздражал меня. Раздражали разбросанные носки, крошки на столе, постоянно занятая ванная по утрам, запах его дешевого дезодоранта, смешанный с запахом подросткового пота. Но больше всего меня убивало его молчание. Он был вежлив, до зубовного скрежета вежлив. «Спасибо», «пожалуйста», «доброе утро», «спокойной ночи». И все. Никаких разговоров, никаких вопросов, никаких эмоций. Он существовал параллельно, как тень. Я пытался наладить контакт через еду, самый понятный мне язык заботы. «Артем, иди есть! Котлеты пожарил с пюре. Как ты любишь, ну, наверное», — кричал я из кухни. Он выходил, садился за стол, ковырял вилкой сочную мясную котлету. «Я не ем мясо», — тихо сказал он на 3-й день.
Я замер с половником в руке. Что значит «не ешь»? Ты что, больной? Тебе расти надо, гемоглобин. Я вегетарианец. Мама тоже не ела. Вегетарианец. Я с грохотом опустил половник. В 12 лет... Глупости это все, мода. Ешь, давай. Он отодвинул тарелку, спокойно, без вызова. Я не буду. Спасибо за пюре. Встал и ушел. А я остался стоять посреди кухни, чувствуя себя идиотом, тираном и никчемным стариком одновременно. Вечером я полез в интернет, щурясь на мелкий шрифт планшета, и полчаса читал про вегетарианство. На следующий день я сварил овощное рагу. Оно получилось пресным, водянистым, гадость редкостная. Но Артем съел. Молча. И даже сказал спасибо. Это была моя первая маленькая победа, горчить от которой не переставала. Мы жили как соседи по коммуналке. Я водил его в школу, новую в нашем районе, оформлял документы, ругался с директрисой, выбивал учебники. Артем ходил за мной хвостиком, молчаливый и безучастный. «Ты хоть скажи что-нибудь». Не выдержал я однажды вечером, когда он 3-й час сидел над домашкой по математике, тупо глядя в одну точку. «Тебе здесь плохо? Тебе я не нравлюсь? Скажи, накричи. Разбей что-нибудь в конце концов». Он медленно поднял голову. «Зачем?» «Чтобы я знал, что ты живой», — вырвалось у меня. «Я живой», — ответил он ровно. «Просто мне нечего сказать. Все уже сказано». И он снова уткнулся в учебник. А я ушел на балкон курить, хотя бросил 20 лет назад. Дым драл горло, и я смотрел на серые панельки спального района, думая о том, что совершил ошибку. Огромную ошибку. Я не справляюсь. Я не могу заменить ему отца. Я даже дедом нормальным быть не могу. Перелом случился через 2 недели. Я затеял уборку. Нужно было что-то делать, чтобы не сойти с ума от этого молчаливого противостояния. Я выгребал хлам с антресолей, когда наткнулся на старую, пыльную картонную коробку, перевязанную бечевкой. Сердце ёкнуло. Это была коробка Миши. Лена собрала ее через месяц после похорон. Собрала все. Школьные дневники, грамоты, значки, какие-то мелкие игрушки, старый кассетный плеер. Она заклеила ее скотчем и убрала подальше, чтобы не бередить рану. А я забыл про нее. Или заставил себя забыть. Я вытащил коробку на середину гостиной. Артем сидел на диване с планшетом. Увидев коробку, он оторвался от экрана. «Что это?» «Это вещи твоего папы». В комнате повисла тишина, густая, вязкая. «Можно посмотреть?» Голос Артема дрогнул. Впервые за эти дни в нем прозвучало что-то живое. «Конечно, давай вместе». Мы сели на пол. Я разрезал бечевку ножницами. Открыл крышку. Пахнуло старой бумагой и временем. Сверху лежал футбольный мяч, сдутый, потертый, с автографами каких-то дворовых звезд. «Он играл в футбол?» — спросил Артем, касаясь пальцем шершавой кожи мяча. «Еще как», — улыбнулся я, и воспоминания нахлынули теплой волной. Он был лучшим нападающим в классе. Дворовые команды дрались за него. Помню, пришел однажды, коленка разбита, форма в грязи, но счастливый. Забил решающий гол на последней минуте. Артем взял мяч в руки, бережно, как святыню. А я ни разу не играл. Научишься, если захочешь. Мы достали школьные дневники. Артем листал их, жадно вглядываясь в оценки, в замечания учителей красной пастой. Бегал на перемене, разбил окно мячом. Он смеялся. Тихо, не смело, но смеялся. Он был хулиганом? Нет, я покачал головой. Он был живым.
Энергия била через край. На дне коробки лежал старый фотоаппарат «Зенит» в кожаном чехле. Тяжелый, настоящий. «Ого!» — выдохнул Артем. «Пленочный?» «Ага». Миша увлекался фотографией в старших классах. Сам проявлял в ванной под красным фонарем. У нас вся ванная вечно была в реактивах, мать ругалась. Мы просидели над этой коробкой до глубокой ночи. Я рассказывал истории, которые, казалось, навсегда стерлись из памяти. Про то, как Миша притащил домой бездомного щенка. Про то, как он строил модель планера и чуть не свалился с крыши гаража, запуская его. Про его первую любовь, про его мечты. Артем слушал, затаив дыхание. Он впитывал каждое слово. Он знакомился с отцом. И в какой-то момент я понял, что лед тронулся. Стена между нами дала трещину. Мы больше не были чужими. Нас объединила эта старая картонная коробка и память о человеке, которого мы оба любили, пусть и по-разному. Когда мы, наконец, собрали все обратно, Артем посмотрел на меня. Глаза его блестели. «Виктор Петрович?» «Да». «А можно я возьму этот мяч? Себе?» «Конечно, Артем. Теперь это все твое». Он прижал старый сдутый мяч к груди и пошел спать. А я остался сидеть в гостиной, чувствуя странную легкость. Впервые за 12 лет в этой квартире не было так оглушительно тихо. В ней поселилась надежда. Часть 4. Я тебе не нужен. Прошло 3 месяца. Весна окончательно вступила в свои права, превратив грязные сугробы в лужи, в которых отражалось пронзительно синее небо. Наши отношения с Артемом вошли в фазу хрупкого перемирия. Мы научились сосуществовать, не натыкаясь на острые углы. Я научился готовить вегетарианский борщ без мяса. Секрет был в черносливе, как выяснилось. А Артем научился убирать за собой носки и даже иногда мыл посуду. Казалось, все налаживается. Но это было затишье перед бурей. Беда пришла, откуда не ждали. Из школы. В середине мая Артем пришел домой мрачнее тучи. Бросил рюкзак в прихожей так, что тот отлетел к стене, и молча ушел в свою комнату. Да, теперь это была его комната. Мы перенесли вещи, сделали перестановку, и он обжил бывшую гостиную. «Что случилось?» — спросил я через закрытую дверь. «Ничего», — глухо отозвался он. «Артем, открой! Отстаньте!» — рявкнул он. Я вздохнул. Подростковый возраст — это пороховая бочка. И я сидел на ней с зажженной спичкой. Вечером мне позвонила классная руководительница Мария Ивановна. «Виктор Петрович, у нас ЧП. Артем подрался». «Подрался? Артем?» Я не поверил ушам. «Мой тихий, замкнутый, хрустальный внук?» «Да, с Петровым из 7 Б. Петров, конечно, задира, но Артем, он ему нос разбил. И еще, Виктор Петрович, у нас следующие выходные традиционный школьный турслет. Отцы и дети. Поход с ночевкой, соревнования, футбол. Артем сказал, что не поедет. Категорически. Я все понял. Я постучал в дверь его комнаты. «Артем, я вхожу». Он лежал на диване лицом к стене. Мария Ивановна звонила. Он молчал. «Почему ты подрался?» Артем резко сел. Глаза у него были красные, злые. «Потому что Петров урод. Он сказал, что я безотцовщина, что меня подобрал старый дед из жалости, чтобы пенсию за меня получать». У меня потемнело в глазах. «Ах ты ж, щенок! И поэтому ты не хочешь ехать на турслет?» «А зачем?» — крикнул он, вскакивая. «Чтобы все пялились? У всех папы молодые, сильные, в футбол играют. А у меня кто? Вы? Да вы до леса не дойдете. Вам сколько лет, дедушка?» «Артем», — начал я, чувствуя, как обида жжет сердце каленым железом. «Не надо», — перебил он, и слезы брызнули из его глаз.
Я все знаю. Я слышал, как вы говорили по телефону с тетей Леной из опеки. Вы говорили, что вам тяжело, что вы не справляетесь. Я вам не нужен. Я обуза. Вы взяли меня только потому, что мама попросила. Из жалости. Я никто здесь. Никто. Он кричал это, захлебываясь рыданиями, выплескивая всю боль, весь страх, который копил эти месяцы. «Замолчи!» — гаркнул я так, что зазвенели стекла в серванте. Артем осекся, испуганно глядя на меня. Я подошел к нему вплотную. «Никогда, слышишь, никогда не смей так говорить». Я взял его за плечи, жестко, по-мужски. «Да, мне тяжело. Я старый человек. Я привык жить один. Но ты не обуза. Ты единственное, что у меня есть. Ты спас меня, дурак ты этакий». Артем смотрел на меня, раскрыв рот. «Что?» Я умирал, Артем. Медленно, каждый день. Я превращался в пыль. А ты заставил меня проснуться. Ты вернул мне сына. Ты вернул мне жизнь. Я люблю тебя не из жалости. Я люблю тебя, потому что ты моя кровь, моя семья. И если кто-то скажет тебе обратное, я этому Петрову сам уши надеру. Понял?» Артем шмыгнул носом. Злость уходила, оставляя место растерянности. «Но турслет, там же футбол, вы же не сможете?» «Кто не сможет? Я?» Я усмехнулся, расправляя плечи. «Да я в молодости КМС по туризму был. Я эти палатки с закрытыми глазами ставил, когда твои молодые папы еще пешком под стол ходили. А футбол на воротах постою, не сахарный, не развалюсь». «Правда?» — в его голосе промелькнула надежда. «Мы поедем?» «Поедем», — твердо сказал я. «И покажем этому Петрову, что такое настоящие мужики Белокрыловы. Собирайся, надо проверить снаряжение». Часть 5. Дым костра и вкус победы. Турслет проходил в лесу за городом, на берегу реки. Десятки машин, палатки, дым костров, шум, гам, бегающие дети. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке среди 30-летних отцов в модных спортивных костюмах, которые свысока поглядывали на мою седую голову и старый брезентовый штормовой костюм времен СССР. «Дедуль, вам помочь?» — снисходительно спросил папа того самого Петрова, глядя, как я достаю из багажника нашу палатку. «Тяжелая, поди». «Справлюсь», — буркнул я. «Своя ноша не тянет». Артем стоял рядом, набычившись. Ему было неловко за меня, за мою старомодность. Но когда мы начали ставить палатку, тут я дал мастер-класс. Пока молодые путались в дугах своих китайских автоматических палаток, я быстро и четко растянул свою старую добрую полусферу, натянул тент, окопал ее на случай дождя, привычка старая. Артем помогал, подавал колышки, и я видел, как в его глазах загорается уважение. Мы справились быстрее всех. «Круто», — сказал он. «Я думал, мы будем час возиться». «Опыт, брат, не пропьешь», — подмигнул я ему. Потом были соревнования. Бег в мешках, перетягивание каната. Я, конечно, не бегал, года не те. Но в конкурсе по разведению костра мы с Артемом заняли первое место. Я научил его складывать шалашик, объяснил про растопку. Он дул на угли, я подкладывал веточки, и наш костер взвился в небо первым, ровным и жарким пламенем. «Есть!» — заорал Артем, давая мне 5. Его ладонь хлопнула о мою, и этот звук был слаще любой музыки. А вечером был футбол. Главное событие. Отцы против детей. «Ну что, Виктор Петрович, на замену сядете?» — спросил физрук. «Нет», — сказал я, — «в ворота встану». Артем посмотрел на меня с испугом. «Дед, может, не надо? Если мячом прилетит, не дрейфь.
Я еще и не такое ловил. Игра была жаркой. Дети носились, как угорелые. Артем играл в защите. Неумело, суетливо, но старался изо всех сил. Он падал, вскакивал, весь в траве и грязи. И вот в конце матча тот самый Петров прорвался к нашим воротам. Вышел 1 на 1. Артем отстал. Петров замахнулся. Удар был сильный, верхом. Я прыгнул. Не так, как Яшин, конечно. Тяжело, всем телом падая на землю. Но я достал этот мяч. Кончиками пальцев перевел его через перекладину. Удар о землю выбил из меня дух. В боку стрельнуло. «Дедушка!» — Артем подлетел ко мне первым. «Ты как? Живой?» Я лежал на траве, хватая ртом воздух, и улыбался. «Нормально. Тёма. Взял. Видел. Взял. Видел!» Его глаза сияли восторгом. «Ты крутой! Ты реально крутой!» Мы сидели у костра поздно вечером. Артем прижался ко мне боком, жуя подгоревшую на огне сосиску. Вегетарианскую, которую мы специально привезли. «Знаешь, дед», — сказал он тихо, глядя на искры, улетающие в черное небо, — «я рад, что мы поехали. Я тоже внук. И прости меня за то, что я наговорил тогда. Я не считаю тебя обузой. Ты мой дед, настоящий». Я обнял его за худые плечи. «А ты мой внук, настоящий». Часть 6. Имя. Прошло 2 года. Артему исполнилось 14. Он вытянулся, раздался в плечах, голос окончательно сломался. Усы начали пробиваться. Смешной пушок над верхней губой, который он гордо именовал усами. Настало время получать паспорт. Однажды вечером он пришел ко мне на кухню, где я чинил тостер. В руках у него был тот самый альбом. «Дед, посмотри». Он положил передо мной рисунок. Это был тот же рыцарь, паладин. Но теперь он был не один. Рядом с ним стоял другой воин, старый, седой, с мудрыми глазами и мощным щитом, которым он прикрывал молодого. А внизу стояла подпись. Не просто «А. Ветров», как раньше. Там было написано красивым, твердым почерком: «Артем Белокрылов». Я поднял на него глаза. «Это... я хочу сменить фамилию», — сказал он просто. «Когда паспорт буду получать. Хочу быть Белокрыловым, как ты, как папа». У меня перехватило горло. Я отложил отвертку, потому что руки снова затряслись. «Артем, а как же мама? Ветрова? Ты не боишься, что это предательство?» «Нет», — он покачал головой. «Мама бы поняла. Я ее помню. Я ее люблю. Но я Белокрылов. Я чувствую это. Я хочу носить твою фамилию, чтобы наш род не закончился. Ты же говорил, ты последний». «Говорил. Теперь не последний. Теперь есть и я». Я встал и крепко обнял его. «Мой мальчик. Мой взрослый, мудрый мальчик». «Спасибо, сынок», — прошептал я, впервые назвав его так. Не внук, сын. Через месяц мы получили паспорт. Артем Михаил Викторович Белокрылов. Он держал эту красную книжечку в руках и улыбался. Той самой улыбкой Миши, которую я думал, что потерял навсегда. Часть 7. 2 акт. Сегодня суббота. Артему 16. Я сижу на кухне, пью кофе и смотрю, как он жарит блины. У него это получается лучше, чем у меня. Тонкие, ажурные, золотистые. Он ловко подкидывает их на сковородке, насвистывая какой-то мотив из своего аниме. Он вырос. Он стал красивым парнем. Он поступил в художественный колледж. Его рисунки хвалят, говорят «талант». Я смотрю на него и думаю о том, как странно устроена жизнь. 4 года назад я был стариком, который ждал смерти. Я был пустой оболочкой. А теперь... Теперь у меня нет времени умирать.
Мне нужно помочь ему закончить колледж. Нужно увидеть, как он станет известным художником. Может быть, дождаться правнуков. Жизнь не закончилась в 60. Она просто сделала антракт, чтобы начался второй акт. Самый важный, самый яркий. Артем ставит передо мной тарелку с дымящимися блинами. «Ешь, дед, со сгущенкой, как ты любишь». «Спасибо, Тёма». Он садится напротив, подпирает щеку кулаком. «Дед, а помнишь тот звонок из опеки?» «Помню, конечно, каждую минуту помню. Я вот думаю, если бы ты не взял трубку или послал их, что бы было?» Я смотрю на него, на его живые умные глаза, на шрам на подбородке. Упал с велика прошлым летом, на испачканные мукой пальцы. «Не знаю, Артем. Наверное, меня бы уже не было». «Не говори так», — хмурится он. «Это правда. Тот звонок, он спас меня. Ты спас меня». Он улыбается, смущенно опуская глаза. «Ну ладно тебе, дед, скажешь тоже. Ешь давай, остынет». Я ем блины, смотрю в окно, где светит солнце, и понимаю, я абсолютно, совершенно счастлив. Моя квартира полна жизни. Мое сердце полно любви. И я знаю точно, история семьи Белокрыловых продолжается.